Якутские IT-разработчики создали технологию, позволяющую выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии. Программа работает по технологии машинного обучения и гарантирует 95% точности. Подробнее в сюжете с Аргаланы Неустроевой. С увеличением роста больных коронавирусной инфекцией перед врачами первоочередной задачей стало уменьшение времени, затрачиваемого на диагностику заболевания. В этом им помогли разработчики компании Сайберия. Изначально программа разрабатывалась для скрининга рака легких по методу Ланградс. И нами были разработаны алгоритмы сегментации и количественный анализ паренхимы легких на основе исследований компьютерной томографии. И они очень идеально были применимы к случаю для выявления коронавирусной инфекции. На реализацию самого модуля по вирусной пневмонии ковидной у нас ушло около 2 недель. То есть за это время мы подготовили, адаптировали алгоритм, переобучили модель нейронной сети, подготовили данные. Созданная программа все же не исключает участие в постановке окончательного диагноза врача-специалиста. Однако теперь делаться это будет в рекордно короткие сроки. И сама обработка исследования и получение результатов занимает от 20 секунд до 1 минуты. Это зависит от количества срезов в самом КТ-исследовании. И это несравнимо быстрее, чем ручной подсчет. Пока проект запустили на базе Якутской городской больницы номер 2 и 1 и Якутской республиканской клинической больницы. Удаленно подключена Алданская центральная улусная больница. Также решаются вопросы по внедрению в других муниципальных образованиях. Тем не менее, как утверждают специалисты, использование программы повсеместно лишь вопрос времени. У нас РКТ-центр для ковидных пациентов, он открылся, уже работает 3-ю неделю, и поэтому у нас база неплохая, как бы уже есть, да, по этим ковидным пневмониям. И для специалистов, врачей-рентгенологов и IT-технологов, конечно, эта база очень даже помогает для того, чтобы именно развивать по данной тематике вопрос. К сожалению, реалии таковы, что теперь время не только деньги, но и здоровье. Впрочем, прогресс даже в самые сложные времена не стоит на месте. Нам же остается соблюдать все меры предосторожности, чтобы эти самые технологии, чего доброго, не применили к нам. Аргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск.